Но то, что войну с Нариманом Джумаевым ведешь, знаю. И про затеи твои тоже знаю. Ты у него самого когда был? Вчера. Ну, садись. Да слушать не хочет. Слушать? Ну, слушать это не каждый может, не каждый умеет. Слушать это занятие трудное. Это искусство. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, человека его понимать надо. А понимать это иногда и самого себя преодолеть. А от своих привычек до ошибок вряд ли кто захочет отказаться. Федор Иванович, а что, он с вами тоже вот так? Поступал? Да. Поступал. И не раз. Ведь Нариман наш как мыслит? Завод хорошо работает, значит, ему честь и хвала. Завод-то наш головной в объединении. Ну, то, что запущено, это другой вопрос, но головной. Чумаева понять можно. Его к спокойной жизни приучили. И я в том числе. Думаешь, я не видел, что завод стареет? Видел. Видел, что стареет? Или думаешь, может быть, Непес Бабаев мне мозги не просверлил своим агрегатом? Или думаешь, что я не знаю цену этому агрегату? Хочешь, скажу честно, всю правду? Боялся. Боялся, что потеряю все. К чему привык, что сердцу мило. Боялся. Ну как же, идешь по заводу, все тебе улыбаются, почет, уважение, премии, первым в колонне демонстрантов. Всего не перескажешь. Черри, как там отец? Спасибо, хорошо. Что, такой же неугомонный, как мой Федя? Ишь, разбушевался. Еще чайку выпей и постынешь немного, а? Что это ты? Мало нервничал? Хоть теперь сердце побереги. Ну ладно, Машенька, у нас мужской разговор. А ведь мужской разговор, он всегда... Федя. Ну хорошо, не буду. Да. Знаешь, Черы, я успокаивал себя. Закончу год, и тогда... А год новым сменялся, и опять мне не хватало духу. Начать по-другому. Но совесть мучила. И я понимал, что это так долго длиться не сможет. И как бы я ни тянул, а начинать все-таки придется. Жизнь заставит. Да. И вот на одном совещании услышал тебя, смелый, решительный, уверенный в своей правоте. Тогда и подумал, пора мне уходить. Вот он все сможет. Это когда я главным на электрике работал? Да. Да и Джумаева я тоже, как понимаю. Ему ведь хочется еще чуток, но продержаться, чтобы с почетом финишировать. Ты не знаешь, чего мне стоило уговорить себя уйти с завода. Уговорить уйти. А я ведь за тобой и за нашим заводом наблюдаю. Как говорится, в оба глаза. Не жалею, что ушел. Больно, но не жалею. Для дела надо. Спасибо, Федор Иванович. Да что? За то, что я на тебя такую ношу взвалил? Неси и отвечай. Многие ведь думали, что Перевалов с ума сошел. Ну как же? Как же, все налажено. План есть и будет, а директор уходит. А ведь мог бы не уходить.
Чары, ты учти, Нариман за свой покой будет сражаться. И за агрегат, что вы сейчас выпускаете, тоже. Он ведь один из его создателей. Ничего, Федор Иванович, вы же сами наставляли. На то и жизнь, чтоб драться, а не в поддавки играть. Напомнил? Да. Слушай, Чары, а может быть мне в Москву позвонить? Как-никак помнят еще. Да нет, спасибо. Надо здесь разобраться. Здравствуйте. Это комиссия? Да. Мне с ними надо поговорить. Пожалуйста, пожалуйста. Я извиняюсь. Мне с вами можно поговорить? Что? У вас можно спросить, я говорю. Конечно, можно. Вот вы обошли весь завод. Да. Все станки. А мой станок особенный. Он служил еще до. Понимаете? Я что-то не пойму вас. Вы понимаете? Я 40 лет тому назад пришел к этому станку. И до сих пор работаю. По телевизору смотрю на современные станки. Аж плакать хочется. Почему до сих пор у нас нет современных станков? А? Я хочу вас спросить. Вы своими душевыми довольны? Причем здесь душевые? Я вас про музейный станок спрашиваю, а вы говорите душевые. Вот видите, ваши рабочие недовольны вами. Они жалуются на вас. Они говорят о деле, а вы что? Вы меня не поняли. Вы мне на работе создайте условия. Вот это важно. Понимаете? Виктор Петрович, теперь вы знаете все. Что еще вас тревожит, Набат Мурадовна? Я думаю, что выводы комиссии будут не в пользу завода. Сейчас делается все, чтобы остановить Каландарова. А как вы считаете? Каландаров прав. Тогда непонятна ваша позиция на парткоме. Вот. Вы не поддержали Каландарова? Виктор Петрович, я не была против. Я считаю, что такой сложный вопрос должно решать общее собрание рабочих. Пожалуй. Пожалуй. Значит, Каландаров нужен заводу. Нужен. Еще как нужен. Но, согласитесь, показатели республики действительно страдают. Я понимаю. Придется искать резервы, заставить кого-то взять на себя дополнительные нагрузки.
чтобы удержать плановые показатели, ну, по валу хотя бы. Да. Хорошо, разберемся. А работу комиссии возьмем под контроль. Большего обещать не могу. За информацию большое спасибо, Набат Мурадовна. Будем думать. Спасибо, Виктор Петрович. До свидания. До свидания. Жумаев. Нариман Джумаевич, Слушаю вас, Виктор Петрович. комиссия у Каландарова закончила работу? Нет, еще осталось выяснить кое-какие детали. Жду ее выводов. Выводы будут и очень скоро. Аджан, Ну? послушай. Ты слишком круто взял, Аджан. Чиро ведь не о себе печется. Завод не только станки и продукция, Ну, но и люди. верно. Вот это он и забыл. Да ты не прав. Ничего он не забыл. Просто времени не хватает, понимаешь? О, спросить бы надо у молодых, узнать, что они думают. О чем они могут думать? Ты посмотри на них. Один ветер в голове. На пенсию давно пора, а ты все бурчишь. Не беспокойся. Что не беспокойся? Вместе с тобой пойду. Ну, Минутку, Товарищ, я Бабалаков. вы куда? Извините, Товарищ, извините. ну, хорошо, вы я можете сейчас. меня понять, в Минуточку. конце концов. Я сейчас. Я из Туркменгазстроя. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас была авария, и говорят, ваш брат, товарищ Каландаров, я сочувствую. Извините, мы сочувствуем. Мы сочувствуем всем коллективам. Это авария, где же, понимаете? Вот. Постойте, постойте. При чем тут птицефабрика? Как при чем? Извините, это не к вам. Да, это не к вам. Сейчас. Сейчас. Вот это к вам. Ага. Да вы садитесь, садитесь. Спасибо. Я постою. А Маяк Мартиросович, зайдите, пожалуйста. Что, бумаги не в порядке? Да нет, бумаги в порядке. А Маяк Мартиросович, вы оформляли этот документ? да, ну и что? Вам выговор за невыполнение приказа. Но мы всегда поставляли им из сверхплановых. Да. Товарищ Гагаберидзе, вы же у нас были, знаете наше положение, вы всегда помогали. Я же вам уже объяснил, товарищ Бабалаков. Но возможность есть, я же знаю. Вот товарищ Мисикян подписал. Будем считать, что такой возможности уже нет. Да что вы, для себя прошу, что ли? Ну,
воздух на кухне вентилировать. Успокойтесь, товарищ Бабалаков, успокойтесь. Вот ваша бумага. Заберите. Я найду, куда жаловаться. Найду. Вообще-то сейчас нам эти рублишки не лишние. Как Севергастрой? Кто вылетел в Надым? Николай Евдокимов с Абдыкеримовым. Обещали сразу же позвонить. Угу, хорошо. Бабушка, дядя Черы приехал. Здравствуй, мама. Ай, Черы, сынок, здравствуй. Вот подарок-то. А Газель только что уехала отсюда. Да, Ведь говорила ей. разминулись. Посиди еще немного. Встретились бы. Эх, сынок, сынок. Совсем отбился ты от отцовского дома. Не навещаешь нас. Не сердись. Приезжал бы чаще. Покачать тебя? Ну-ка, Алфа. Еще? Покачать тебя сильнее, а? Да. А ты, мама, как всегда, в заботах. Отними их у меня. Что мне тогда останется? Вами только и живу. Bala mening alxanim balg'o'shlon talxanim bala balim bala bala Отец дома? Нет, ушел с Алешей. Нуры пошли навещать в больницу. Я же просил его. Проходи, садись. Нету времени, мама. Дел много. Как это? Я хотел... Почему так быстро уходишь? Попил бы со мной чайку. Я тюрек испекла. А Шерджан его очень любит. Возьмешь с собой. Спасибо, извини, я не домой. А куда? В аул, в Куразу. Каразу, тем лучше. Тюрек хороший спутник в дороге. Разу скажи, хочу видеть его. А то он так редко к нам приезжает, совсем забыл стариков. Передам, мама. Маечка, до свидания, девочка. До свидания. До свидания. До свидания. Все никак не успокоишься? Не могу понять, почему он и на парткоме выступил против. Я так ждал его поддержки. Чары, ты не должен обижаться на отца. Он вдвойне беспокоится. И за тебя, и за завод. Так что... Алексей Иванович то же самое говорит. Ну вот, видишь, у отца удивительное чувство справедливости. Мне часто его советов не хватает. Да, ты прав. Орас, а что бы ты делал, если бы отняли у тебя колхоз? У нас председателя выбирает народ. Но я, конечно, не говорю о тех случаях, когда это правило нарушается.
Да, вот я и подумал. Если бы у нас выбирали, наверное, меня бы не выбрали. За что так? Не знаю, но, наверное, за то, что неспокойно людей заставляю жить. Ну, если только за это меня уж давно бы сняли. А за свое дело, брат, надо стоять до конца. Если уверен, что оно правое, тогда и люди тебя поймут, пойдут за тобой. Конечно, у нас на селе проще, все друг у друга на виду, как на ладони. А у вас? Ты хоть соседа по лестничной площадке знаешь? Вот-вот. А людей видеть надо, знать. Ни одной работой сыт человек. Вот поэтому я и хочу этого собрать. Но и боюсь. А вдруг меня не поймут? Смотри-ка. Плывет кто-то? Да это же Сарыага. Салям алейкум, Яшули. Алейкум ассалам. С приездом. Спасибо, спасибо. Осторожней, Сарыага. Ничего, я сам. Вижу, костер горит. С чем к нам пожаловал Чариджан? Да просто так, взял да приехал. А что, отец? Такой человек, как ты, просто так не приедет. Почему? Вот приехал порыбачить. Вижу, как рыбачит. А Сарыага ничего не скроешь. Что, не спится? Чем меньше человеку жить остается, тем меньше он спит. На мир смотрит, думает. Вот и я задумался. О чем? Понимаешь, каждому человеку его дело самым важным кажется. Вот и мое совсем не маленькое. С детьми связанное. Ты вот скажи мне, чем богат человек? Чем, отец? Человек богат детьми. Много ли детей? Мало ли детей? Плохо, когда их нет у него. Да. Так вот, к чему я говорю все это? Живем мы хорошо, все у нас есть, колхоз большой, богатый, доходы растут, детей рождается все больше и больше. Как думаешь, на этой лодке мне, старому, легко с одного берега на другой детей в школу возить? Сарыага, не я председатель колхоза. Вот брат сидит, у него и спроси. Нет, я к тебе обращаюсь. Ты директор большого завода, машины строишь. Так вот, сделай для меня такую лодку, чтобы она сама по воде шла. Устал я грести руками. Сделаем, Сарыага, сделаем. Хотелось бы мне на склоне лет капитаном побыть немного. Ох, Сарыага. Ты что, думаешь, он не сделает? Да он такой же мечтатель, как и ты. Вы оба как дети. Сарыага, дай мне справиться с очень-очень большим делом. Потом мы построим тебе корабль. Спасибо, сынок.
Здорово, как дела? Прекрасно. Иду. Разрешите ее позвать? Пожалуйста. Алло! Алло, Наташа, привет! Слушай, Наташа, сколько можно ждать? Ну, мы же днем договорились. Слушай, может заехать за тобой? В чем дело, ты нормально можешь объяснить? Одна? Ну, это мы еще посмотрим. А пока, Наташ, давай... Наташа, алло! Слушайте, я же просил холодного сока. Нет, вы просили кофе. Катюша, хватит, послушай меня. Я не хочу ничего слушать. Ты посмотри на небо. Ты видишь, какие звезды? Они смотрят на нас и улыбаются. Звезды не улыбаются, они завидуют. Ну и пусть. Хатиджа, постой, я решил. Завтра мы идем в ЗАГС. Я согласна. А свадьбу сыграем после защиты. Ага. Хатиджа, дорогая, я самый счастливый, я люблю тебя. А ты не передумаешь? Нет. Алло, я слушаю. Набат, извини, я очень волнуюсь. Гозель, это ты? Да. Я не знаю, где Чары. Звонила на завод, телефон не отвечает. А вчера вечером звонила тебе, но... Я на заводе задержалась, дела. Вахтанг говорил, что Чары на выходной поедет к брату в аул. Я в последнее время ничего не понимаю. И ничего не знаю. Он молчит, сжался весь. Что там у вас происходит? Ты одна дома? Нет, Ашир готовится к защите, у него скоро диплом. Слушай, приезжай ко мне, а? Мы так давно не виделись. Поговорим обо всем. А вдруг Чары сегодня вернется? Чары, наверное, прямо на завод приедет. У нас завтра собрание. Не раздумывай долго, иначе никогда не выберешься из дома. Приезжай. Хорошо. Я через 30 минут буду. Жду. Гозель, ты? Ходи. Здравствуй. Здравствуй. Это тебе. Спасибо, мои любимые. Не забыла? Нет, конечно. Мы теперь так редко видимся с тобой. Проходи. Ты уж извини, тут у меня такой беспорядок. Никак ремонт не закончу. Садись.
А ты завтракала? Да, не беспокойся. Располагайся. А я пойду приготовлю нам кофе. Надеюсь, ты не откажешься? Выпью с удовольствием. Какое прекрасное лицо у твоей мамы. В нем вся жизнь. Последняя ее фотография. Садись. Это я нашему КБ взялась помогать. Да и квалификацию не хочется терять. Бабаев меня просил. Людей у нас сейчас не хватает. Ой, хватит о работе. Давай лучше кофе пить. Ты чего на меня так смотришь? Давно не видела. Соскучилась. Я все думаю, умная, красивая, прекрасная хозяйка. Почему замуж не вышла? Потому что... Да, поздно сейчас об этом говорить. Пей, а то остынет. Чары едет к Аразу только тогда, когда ему очень плохо. Или... Да, это у них общее, каландаровское. Значит, у него большие неприятности на работе. Для него завтра решающий день. У нас будет собрание. Почему же я ничего не знаю? Набат, только тебе могу признаться. Я иногда думаю, нужна ли я Каландарову. Может быть, Каландаров и не был бы Каландаровым, если бы не ты. Думаешь? Спасибо тебе. Ты всегда была щедрой. Нет, вопрос очень серьезный, товарищи. Вы посмотрите, ведь новые наши вентиляторы придут на север весной, правильно? К началу навигации. Так, а фундаменты под них закладываются уже сейчас. И закладываются под старую машину. Значит... Да, вы хотите сказать, что новое крепежное устройство под них не подойдет? А, конечно. А мы уже об этом думали. Ну-ка. У нас есть идея. Покажите, интересно, посмотрим. Вот тут я кое-что набросал. Видит-то я вижу, но не совсем пока понимаю. Ничего говоришь. Сложновато. Да, рассчитаем еще раз. Смотрите, вот это сюда перебрасываем. Хорошо, если получится. Давайте я лучше Покажите, конечно. Да, интересно, давай. Размер как раз подходит. Эту деталь. Ну ты хоть понял меня? Да. Вчера многое стало ясно после порткома. Вот жаль только, что ты не захотел говорить с ним. Упрямая твоя башка. Иди я сейчас. Привет. Здорово. Что, готовитесь к бою? А вот тут мы с ВИПа размечтались о станке, с ЧПУ. Это только мечты их. Что? Ну что, едем? Я остаюсь на заводе. Вот так. Вот это новость. Они за нас все решили. Да ну тебя. Эй, Давлетов, ты сейчас выступать будешь. Ну? Про реконструкцию скажи. Ночей не спим. Я все скажу. И про жену скажи, которая 9-го родит. И про это скажу. Сначала режут вдоль, потом раскрывают, и получаются такие длинные дольки. У меня ничего не выходит. Позвал его. Смотри, как надо. А он говорит, наряд на 30-ку закроешь? Сделаю. Как? Там работа всего на 3 часа. Вот и я ему говорю. А он в ответ, надо в ночь, чтобы большой пресс стоял. Я тебе что, по ночам
За один тариф вкалывать будешь? Привет. А, это ты. Как дела? Здорово. Ничего. Я еще не так скажу. Скажешь. Аджан, ты сегодня не выступай. Лучше я скажу. Все, товарищи, уже время. Пора собрание начинать. Товарищ Джумаев не смог. Товарищ Гаипов будет присутствовать. Здравствуйте. А список выступающих есть? У нас списка выступающих нет. Как? А если... Думаете, выступающих не будет? Будут. Ну что ж, прошу сюда. Пошли. Судя по тому, как много нас собралось здесь, вы знаете, о чем пойдет речь. И вас это, вижу я, волнует. Я с большим сожалением сейчас подумал о том, что очень плохо знаю, что думаете вы обо всем начатом нами. Как относитесь? Чего ждете от нас? Принимаете или не принимаете? Вы хозяева завода. Вам решать его судьбу. И я хочу услышать вас. Разобраться. Поэтому я сегодня доклада делать не буду. Вы все в курсе. Сразу приступим к делу. Прошу. Веди, Набат, собрание. Прошу. Позвольте мне. Пожалуйста. Извините. Амаяк Мартиросович Мясикян, начальник отдела сбыта. Опять про свои заначки заладит. Черный день, черный день. Старая песня. Точно. Вот я хочу спросить каждого из вас. Может ли человек жить без заначки? Ну, началось. Вот так и завод. Не может. А что, заначка не хватает? Жаль, что товарищ Каландаров этого не понимает. У нас на складе нет ни одной готовой машины. И не будет, если станем перестраиваться. А как дальше жить? Я не ретроград. Я за переоснащение. Но за плановое. Прав, Мясикян, нечего смеяться. Жди, жди, дождешься. Яснее. А куда яснее? Взять и приостановить производство нам никто не позволит. А наши вентиляторы по всей стране ждут. Правильно. Значит, будем перебиваться на меньших площадях, в плохих условиях, будем работать с двойной или тройной нагрузкой, в заработке потеряем, качество потеряем. В результате план сорвем. Риск, товарищи, должен быть оправданным, а я пока что вижу один урон. И сегодня-то у нас молодежь не очень задерживается. А завтра при таких условиях начнут уходить и кадровые рабочие. Тогда и я скажу, Чирый Хаджамович. Пожалуйста. Прошу сюда, Светлана Васильевна. Не знаю. Может, со временем и будет выработана система, открывающая простор директорской инициативе. А пока я за техническое перевооружение, но против партизанских методов. Ни план, ни реализацию, ни номенклатуру нам не отменяли. Чирый Хаджамович сулит нам журавля в небе. Но в практической жизни дороже синица в руках. Нет, я тоже. Меня не устраивает наш завод сегодня. Но вы о людях подумали, Чирый Хаджамович? Как сделать так, чтобы никто из них, никто из вас, товарищи, не потерял? Скажите мне это, и я буду за вас, товарищ директор. Она вроде бы все правильно сказала. Но будет ли какой толк от этого? Можно мне с Каландаровым поговорить, только я с места буду. Можно, Балы Алтыч, говори. Я слесарь. В цехе и везде против выступал. Я как думал? У меня дети,
Язва. 13-я зарплата лишней не бывает. А теперь заявляю. Глупости говорил. Поумнел, значит? Да, поумнел. Инженер мне рассказал, которого к нам в бригаду прикрепили. Вот я и хочу спросить, почему Каландаров, наш уважаемый директор, ты меня в стороне держал? Почему не сказал? Алтыев, подумай. Я рабочий. Без меня дело не сделаешь. Твоя голова, мои руки. Вот. И моя голова должна подумать. Тогда мы горы свернем. Айдал ты, гигант мысли. А как же язва? В Трусковец не поеду. Пусть язва здесь подождет. Может, и ей реконструкцию придумают. Я вот что хочу знать. Какие вопросы вас больше всего волнуют? Если мы начнем осуществлять намеченную программу. Волнуют. Еще как волнуют, товарищ директор. Я скажу. Моя фамилия Давлетов. У меня 8 детей. Водки не пью, на смену не опаздываю, вовремя прихожу. Но я хочу зарабатывать. Ну, если заработок обеспечим. Согласитесь работать в 3 смены? Соглашусь. Если ночью будете кормить. Правильно, Давлетов. Голодными много не наработаешь. Столовая должна и ночью работать. За нашу зарплату и в 3 смены? Это что такое? Это что за собрание? Это разве собрание? Хаос получается какой-то. Люди дело говорят. Думаете, если по бумажкам будут речи читать, так это полезней? Это совет. К сожалению, мы совсем забыли, что такое собрание. Вот мы и советуемся сейчас. Я не понимаю вас. Можно сказать? Да, пожалуйста. Мы, конструкторы, работаем над новой машиной. Над чертежами нового стенда. И над следующей машиной тоже думаем. Работаем, вы знаете, сутками, если надо. Технический прогресс начинается из КБ. Но, вы знаете, неловко говорить. Неужели наша работа не имеет отношения к тому, что делается в цехах наших и на заводе в целом? Вот я о чем хотел сказать. Вы инженеров в бригады закрепили. А какой им интерес стараться? Совесть — единственный интерес. Совестью, да приказом. А больше ничем они. С бригадами не связаны. Моторесурс у такого двигателя известно какой. А ты из своего кармана приплачивай. У тебя ведь зарплата большая. Зачислить их в бригаду. Прошу слова. Пожалуйста, Алексей Иванович. Евдокимов Алексей Иванович, старейший работник завода. Скажу прямо, товарищи. Хорошее мы делаем дело. Да, уже делаем. И отступать нам никак нельзя. Ну, некачественная продукция, это же разорение стране. Вот мы все, когда идем в магазин, каждый старается выбрать что получше, верно? А сами на нашем заводе какую машину делаем? На старом заводе новую машину мы не сделаем, товарищи. Я не только об этом хотел сказать. Вот здесь работает мой сын, дочь, вы все знаете. Так вот, дочь собирается уходить на другой завод, где такой размах, что аж дух захватывает. И хотя мне больно об этом говорить, но я ее понимаю.
За последнее время я очень много об этом думал, товарищи. Вот даже в отделе кадров справку взял. 40% молодежи ушли с нашего завода за последние 2 года. 40%, товарищи! Вы вдумайтесь в эту цифру. План мы, конечно, выполняли. И этим покрывали наши болячки. А вот товарищ Каландаров не хочет их терпеть. Его цель – изменить условия и результаты труда. Саму престижность того, что мы делаем. И если изменим, больше уже никто не побежит с нашего завода. Ну, а одной зарплатой людей, да тем более молодых, не удержишь. Если не удержим, у нашего завода не станет будущего. Так что вот, судите сами. Прав Каландаров или нет? Самый корень, самое существо. Наш директор хочет, чтобы наш завод был на современном уровне. И его решение немедленно начать перестройку завода – это единственно верное решение на сегодняшний день. А вы как считаете? Товарищ Каландаров хорошо делает свое дело? Да. Хорошо. Да? Да. Ну ладно. Я хочу спросить. Почему в зале нет товарища Джумаева? Ведь он отвечает за отрасль в республике и, в частности, за наш завод. Я не понимаю, как он здесь может не присутствовать, когда рабочие решают судьбу нашего завода. Приемная Каландарова. Ольга Павловна, здравствуйте, это Николай Евдокимов говорит. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Чары Хаджамович у себя? У нас рабочее собрание идет, Николай Алексеевич. Ольга Павловна, а как собрание? Долго еще? Не могу сказать, но давно уже идет. Жарко? А у вас? Да я не про погоду. Ладно, пишите. Николай Алексеевич, я готова записывать. Значит так. Вопрос о переносе сроков поставок Севергазстрою согласован. Так. С документами вылетаю в Москву в министерство. Да. Хорошо, если бы из республики был звонок. Боюсь, что могут долго держать. Так. На вахте. На какой вахте? Да в предбаннике. Сегодня не можем, завтра приходите и так далее. А, понятно. Да, если вас не затруднит, передайте моим, что у меня все в порядке. А зарплату пусть вышлют в Москву на К-9 до востребования. Хорошо. До свидания. Через час самолет. Теперь позвоню уже из Москвы. До свидания, Николай Алексеевич. А что если... Слушайте внимательно. Если поступим вот так. Все работы по переоснащению нашего завода отдадим на аккорд. Ну, на коллективный подряд. Подряд для всех. Для рабочих, мастеров, бригадиров, для инженеров и конструкторов, включая и меня. И работников общепита тоже. Когда заработок повара будет определяться от сделанного всем коллективом, согласится он кормить людей ночью? Будете кормить? Будем кормить. Можно мне еще Чары Хаджамович? Пожалуйста, пожалуйста, говорите. То, что вы сказали, ну, насчет подряда. Вы знаете, я давно уже этим занимаюсь. Для себя, для научной работы. Кое-что просчитал на ВМ. И могу утверждать, может хорошо, даже очень хорошо получиться. Так почему же вы раньше-то молчали, дорогая Светлана Васильевна? Да вы знаете, нет же на то инструкции. Ну, мы начнем. Потом напишут. Мы будем первыми, товарищи. Ну как, согласны?
О, ты еще не спишь? А мы с Непесом и Вахтангом задержались немного. У нас собрание было. Знаю. Каландаров победил. И на радостях поехали на ужин к Вахтангу. И это знаю. Откуда такая осведомленность? Что с тобой? Тебе не здоровится? Знаешь, я боялся этого собрания. Нелегкий был разговор. Ну, всыпали, конечно. На многое глаза открыли. Мне всегда казалось, что я знаю людей, понимаю их. Оказывается, нет. Но меня поддержали и пошли за мной. А это главное. Я сделаю все, чтобы оправдать их доверие. Сделаю завод. Новый завод. Ты меня слышишь? Это Мурат из колхоза звонил. Так. Просит показать его жену опытному врачу. Надо помочь. А когда они приедут? На следующей неделе. На следующей неделе? На следующей неделе. На следующей неделе меня, наверное, не будет. И вот так всегда. Что делать, если у меня такая работа? Меня спрашиваешь? Я устала лгать сыну, родителям, самой себе. Я устала оправдывать твое безразличие, равнодушие. Ну скажи, зачем я тебе нужна? И нужна ли я тебе вообще? Успокойся. Ну как я живу? У меня же не жизнь, а сплошное ожидание. Я тебя прошу, не порт мне настроение. У меня сегодня большой праздник. А, Я тебя прошу, у тебя праздник. У тебя праздник. А когда же будет мой праздник? Ты даже забыл, что у нас был наш праздник. Я вчера как дура, целый день ждала, готовила. Ночью ждала, я думала, что догадаешься, хоть утром позвонить. Вчера была годовщина нашей свадьбы. Гозель, я люблю тебя. Нет, Чары. Единственное, что ты любишь, так это свой завод любишь. Вот это ты любишь. Ты даже забыл, что у тебя взрослый сын, который вчера женился. Как женился? А вот так. Взял и женился. Ашир женился? Да. Хорошо. Прекрасно. Жизнь продолжается. Я люблю тебя. Ты мне нужна. Действует! А ты не верила? Это что, войдет в твой диплом? Да. Рассчитать угол заточки резца помогли наши конструкторы. А режим работы станка мы с ребятами вместе искали. Теперь здесь, я думаю, производительность труда увеличится. Хорошо, Непес Бабаевич. Я думаю, за такое начинание надо поощрить молодежь. Что ж, они работали очень хорошо. Наградим их поездкой в Ленинград. Да, давайте наградим поездкой. А можно нам с собой взять ребят из... Вы завоевали это право, так что все поедете, а как же? Чары Хаджавович, можно вас? Да, Набат Мурадович. Что случилось, Набат Мурадовна? Чары Хаджавович, нас в Совмин вызывают. Истории и вопросы касаться не будем. Она хорошо известна всем. Обсудим существующее положение дел и перспективы. Прошу высказываться. Позвольте мне. Пожалуйста.
Как известно, отрасль испытывает большие трудности. Под угрозой наш годовой план. Завод, которым руководит товарищ Каландаров, может выправить положение. Однако товарищ Каландаров без нашего согласия начал перестройку завода. Каландаров вел переговоры о частичной переброске заказов, не согласовав это не только с нами, но даже с Госпланом Республики. Эта продукция должна пойти в счет выполнения плана 3-го квартала. Мы не можем подвести всех заказчиков и не выполнить договорных обязательств. Всесоюзное промышленное объединение нашей отрасли не возражает, чтобы Солнечный частично выполнил наши поставки. Основной заказчик сейчас Севергазстрой. Как вы им обеспечите поставки? Солнечный здесь не выручит. С Севергазстроем есть у нас договоренность. Они уже подтвердили свое согласие на поставку им агрегатов во 2-м квартале будущего года. Но это же план 4-го квартала текущего года. Мы-то об этом ничего не знаем. Но, к сожалению, таковы издержки планирования. Все равно бы наши машины пролежали на пристанях до открытия навигации по северным рекам. Ну, где-то до мая-июня будущего года. Я думаю, товарищ Каландаров превышает свои полномочия. Это очень осложнит взаимоотношения с союзным объединением и с Госпланом. И это, несомненно, создаст... Продолжайте, продолжайте. Создаст для нас определенные трудности. Безусловно, есть какие-то трудности, но существо вопроса, я думаю, в другом. Быть заводу на современном техническом уровне или, продолжая кое-как работать, сильно отстать в техническом прогрессе. Такое отставание и сейчас налицо. Верно понял я вас, товарищ Каландаров? Да, вопрос стоит именно так. Это правильно, что вы сейчас ставите этот вопрос. Главное, что правильно и своевременно. Я бы сказал, по-современному решаете. Я читал протокол вашего собрания. Жалко, что там вас не было, Нариман Джумаевич. Кстати, по вашей просьбе мы здесь собрались, товарищ Джумаев. Должен сказать, что нас не убедило заключение комиссии объединения. Ну, к этому вопросу мы еще вернемся. А сейчас, товарищ Каландаров, у нас к вам и к рабочим завода большая просьба. Постарайтесь побыстрее закончить техническое перевооружение. Мы вам всячески поможем. Спасибо. Да, насчет банка и фондов развития. Завод имеет фонд развития, и за счет этого фонда может технически перевооружаться. На то и создается этот фонд, чтобы предприятия им пользовались. Надо помочь. Хорошо. Ну что, товарищи, большое спасибо. Все свободны. Чары Хаджамович, да? вы останьтесь, пожалуйста.